В России началось предварительное голосование по выборам в Государственную Думу от партии «Единая Россия». И сегодня у нас в гостях участники праймерис 2021. Я Рустем Ахмадинуров. Здравствуйте. Я буду говорить правду. Я сейчас знаю, как нужно решить вопросы. Иного ответа, а какая от тебя польза, избиратель, собственно, и не ждет. Я всегда отчитываюсь перед людьми. Депутат Госдумы от Башкирии – это особый зверь. Закон работает, и, в принципе, люди довольны. Они обязаны объяснить, какая есть польза и файда и от партии, и от себя лично. Практически в каждом селе об этом мне просили люди. В этом году число участников предварительного голосования значительно возросло. Достаточно много новых лиц. Почему же они решили идти в большую политику? Сегодня у нас в гостях известный публицист, журналист, руководитель аппарата Общественной палаты Шамиль Валеев. Шамиль Рамзельевич, здравствуйте. Здравствуйте. Думаю, многих удивило то, что вы решили участвовать в предварительном голосовании в праймерис от «Единая Россия». Я так понимаю, что удивила моя поддержка и причастность к партии, которая много лет подвергалась остракизму со стороны, ну, скажем так, левацкого и радикального крыла городских недовольных, ну, которые отчасти меня с собой тоже ассоциировало из-за моей там активной публицистической позиции. Но я никакого предательства не совершил, я не переобувался. Я к этой партии близок более 20 лет, поскольку мало кто понимает ее центристской сущности. Это значит, это и не левые, не правые. Это люди, которые идут строго посередине политического спектра. К таковым себя я отношу, потому что меня кусают и слева, и справа. Во-вторых, «Единая Россия» – это партия государственников, которым я тоже являюсь, убежденным после травматического опыта потери страны в 1991 году. Я не согласен, чтобы мою страну раздербанили. И только «Единая Россия» может обеспечить единство России. Вас причисляют к авторам такой вот теории файды. Какая польза от депутатов? А какая файда будет от вас, как от депутата Государственной Думы? Это не моя позиция. Я так понял, что это позиция штаба, это позиция руководства республики и позиция всех избирателей республики ждать конкретной пользы для избирателя, для республики, для населенного пункта, для округа и для страны. Нормально. Это нормально, потому что иного ответа, а какая от тебя польза, избиратель, собственно, и не ждет, потому что глупые обещалки уже они все как бы не работают. И какой пользы файды от Шамиля Валеева? От меня польза. Я не собираюсь голосовать за вредные законы, если буду избран. Я буду посвящать свою деятельность пользе Республики Башкортостан и ее жителям. Я буду полезным стране. У меня есть конкретная позиция, которую я намерен изучать и отстаивать. Это защита городских лесов, городских насаждений, которые сейчас находятся под угрозой лесоповала. Я уже в этом направлении как работал, понял, что это сложно, понял, что это не регулируется ни на муниципальном, ни на региональном уровне, и это требует как минимум мандата депутата. Я буду с этим разбираться, чтобы наши городские леса, наши зеленые уфы не переводили в другие категории, чтобы у нас под видом зачистки, очистки или расширения дорог не валили здоровые крепкие деревья, отнимая у нас тень, прохладу и уют, и уфимские знаменитые липы. Вы упомянули вредные законы. А какие вредные законы, которые вы можете привести в пример? Я слышал, допустим, не хочу конкретизироваться по персональным, например, я никогда не буду голосовать за закон, который отменяет мораторий на смертную казнь. Я этого никогда не допущу, даже под угрозой выхода из фракции, из парламента. Я никогда этого не допущу. Я не настолько верю в нашей судебной и правоохранительной системе, чтобы и никому не делегируя возможность от моего имени как гражданина отнимать жизнь. На встрече с участниками предварительного голосования на форуме кандидатов «Единая Россия» Ради Хабиров сказал, что многие сейчас будут идти и давать различные обещания, средств нету. Как избежать вот этого популизма? Без вранья. Да, без вранья. Да. И без ложных обещаний. Во-первых, у меня перед глазами опыт уфимского купечества, которое училось держать свое слово под угрозой купания на второй пристани в 90-е годы. Кроме того, есть опыт популизма 90-х, когда одна влиятельная фракция обещала очень много пенсионерам и всем, кто поддерживает, не
обозначив источник финансирования этой помощи. И благодаря этому у нас Необеспеченные льготы. необеспеченные льготы, с которыми до сих пор приходится разбираться, включая и пенсионную реформу, непопулярную, болезненную, приходилось проходить вот под флагом вот этих обещаний 90-х. Это неправильно. Обещать то, на что у тебя нет денег. То есть вы в этом плане не будете соревноваться в популизме с другими кандидатами? Я буду говорить правду. В чем заключается правда выборы 2021 года? Это самые главные выборы, которые будут на последнем историческом отрезке. Мы решаем, куда пойдет наша страна. И в 2021 году, там же будут еще другие выборы, кому-то кажется более значительными, но они, Президентские 24-го. но они определятся сейчас, потому что страна меняется, и это определяется на парламентских выборах. Просто люди об этом не до конца понимают. Одни говорят, что в 2024 году уже достаточно. Вы знаете, у Владимира Путина есть возможность баллотироваться дальше. А есть люди, говорят, которые, должен быть преемник. Он же прямо сказал, если я сейчас объявлю о том, что я собираюсь уходить, то я буду хромая утка. То начнутся таракани бега какие-то, и люди, теория элит такая, что какая-то буржуазия, какие-то крупные предприниматели, силовики, все будут искать глазами и нашаривать, разобьются на партии и будут играть в каких-то кандидатов своих. Это недопустимая для страны ситуация. Кроме того, я считаю, что Владимир Путин своими усилиями по сохранению моей страны заслужил право баллотироваться столько раз, сколько он посчитает нужным. Единая Россия, особенно в нашей республике и в соседнем Татарстане, она практически доминирует на выборах. И ожидаете ли вы интересной борьбы в сентябре на сентябрьских выборах? В мире, в стране очень сильно укрепились левацкие настроения. Очень много людей через интернет вытаскивает темные стороны личности, через популизм. Очень много эмоционального. У людей накопилось много напряжения из-за локдаунов и постоянной опасности. Поэтому это совсем не легкая прогулка, эти выборы. Кроме того, людям надо, которые баллотируются, уметь объяснить и правоту Единой России, и то, что это единственный способ повлиять на судьбу страны через участие в деятельности Единой России, доминирующей фракции и партии. И людям, которые баллотируются, они обязаны объяснить, какая есть польза и файда и от партии, и от себя лично. В 2016 году в праймериз аналогичном Единой России проучаствовало где-то 112 человек. Сейчас порядка 200 человек заявилось на выборы только в Государственную Думу. С чем вы объясняете почти двукратный рост участников? Это интерес к политике? Во-первых, механический рост, это можно сделать со смартфона, заявиться, да, мы... То есть проще стало? Проще стало. Во-вторых, все-таки, люди, видимо, судят о Единой России не по кричалкам десятилетней давности, а они видят, что у нас, по крайней мере, в Башкирии, Единая Россия под твоим собственным руководством, как показал прошлый год, это партия с человеческим лицом, которая умеет помогать и которая проявила себя максимально полезно и хорошо в период встречи первой волны пандемии. И теплый след, который остался у избирателей от Единой России в действии молодой гвардии, Центра «Наша забота», я думаю, он даст о себе знать. Я это почувствовал, я это знаю, в этом уверен. Я слышал, что вы издали или издаете мемуары. Не рановато ли? Я перевернул страницу, связанную с моей юностью школьной. Я написал книжку «Мемуары ефимского школьника». Вчера я читал ее в гранках, вычитывал. И надеюсь, скоро издать. Там будут рассказы, как у меня дети говорят, пожилого контент-мейкера, воспоминания о моей 49-й школе, о новостройке, о торговом центре Башкирии. И как проходило мое детство, как я переезжал из Чекмагуша, становился уфимцем. Сейчас такая пора, когда Уфу населяют выходцы из районов. И я думаю... Меняется менталитет? Меняется менталитет. В каком направлении? Уфа обязана перемалывать людей из деревни, из райцентра, превращать их в таких патриотов Уфы, как я, например, который за каждую липку будет бороться. Надеюсь, до начала агитационного периода эту книжку выпустить. То есть летом? Да, я надеюсь, что летом уже она сверстана. Каким должен быть идеальным депутат Госдумы? Депутат Госдумы от Башкирии – это особый зверь. Это, во-первых, он себя должен видеть, свое будущее связывать
с Башкортостаном, он не должен собираться куда-то уехать. Он должен вернуться и знать, что здесь ему придется краснеть или радоваться тому, что что-то ему удалось или не удалось сделать. Это раз. Особые требования к нему, поскольку наша республика нуждается в помощи и заботе со стороны лоббистов очень мощных. Во-вторых, это хороший законотворец, который активно участвует в обсуждениях. Он ходит на каждое заседание, он голосует. Вот, он поддерживает те законы, которые помогают людям. А может это быть все-таки не житель Башкирии? Вообще никакой разницы, откуда он родом и где он до этого работал. Если он приводит миллиарды рублей. Главное, чтобы была файда. Да, файды на территорию Башкирии, он хоть с Луны может быть. А давайте поясним телезрителям, как пройдет предварительное голосование. Насколько я понял, что вот уже сейчас, начиная с 24 мая, можно через госуслуги зайти на сайт pg.er.ru и выбрать себе кандидата мягким рейтинговым голосованием, то есть можно выбирать нескольких, кто нравится, и всем отдать свои голоса неограниченно. И будут еще, и уже вот в последний день голосования, 30 числа, будут развернуты участки для офлайн голосования. Я думаю, что это где-то, там, где обычно УИКи, да? Вот, и можно будет выбирать себе полный пакет людей, которые тебе нравятся. Главное, чтобы ты помнил пароль от госуслуг и зашел на pg.er.ru. И ждать файды. И ждать обязательно файды, требовать ее с каждого кандидата на каждой встрече. Желаю вам удачи. Это был Шамиль Ремзилевич. Я буду ждать поддержки от вас. Пожалуйста, голосуйте за меня и за таких, как я, на сайте pg.er.ru. Продолжаем вас знакомить с участниками предварительного голосования. Среди них есть и действующие депутаты Госдумы. Сегодня у нас в гостях один из самых авторитетных депутатов Госдумы от Республики Башкортостан Зариф Закирович Байгускаров. Зариф Закирович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы участвуете в праймериз «Единая Россия». Почему вы решили еще раз идти в Государственную Думу? Знаете, вот я в процессе работы понял, что 5 лет – это не совсем достаточно срок для того, чтобы решить все вопросы, все задумки, все планы. Потому что есть еще много законов, улучшающих вообще условия жизни граждан, которые до конца не приняты еще. Есть еще вопросы, которых я обещал и до конца не сделал, хотя большинство сделаны. И, наверное, один из основных, я сейчас знаю, как нужно решить вопросы, куда сходить и кем это вопрос обсуждать и какие нужны документы. Какая файда будет от вас, если вы вновь станете депутатом Госдумы? Знаете, во-первых, люди ведь, например, говорят, что нам нужно такой-то вопрос решить. Это касается и законодательной инициативы, это касается решения каких-то конкретных вопросов. Я этим вопросом и занимаюсь. Я их в 2016 году записывал, и потом, уже придя в Госдуму, я начал прямо с ним заниматься. И потом я всегда отчитываюсь перед людьми. Вот вы такой вопрос ставили. Этот вопрос решен, либо еще пока не решен. Если какой-то вопрос не решен, тоже бывает. Я говорю, почему не решен и на какой-то стадии. Я считаю, что так должна идти работа, потому что это касается и привлечения средств в Республику Башкортостан. Я являюсь ответственным за проекты, например, то же самое «Экология». И очень много сделано. Еще есть целевая программа, называется «Система учета кадастровой недвижимости и реализация прав граждан и предприятий». И поэтому, например, проекту мне все-таки удалось привлечь средства в Республику Башкортостан, чтобы определить границы земельных участков. К великому сожалению, у нас даже все ОПТ, это заповедники, заказники, у них не было границы определены. Я когда уж первый раз собрал их, говорю, ребята, скажите, пожалуйста, вы привлекаете к ответственности. Как вы можете привлечь к ответственности, если даже у вас границ нет? Они говорят, да, мы согласны. Я начал заниматься этим вопросом, встречался несколько раз с руководством Минприроды Российской Федерации, добился, чтобы им деньги выделили. И эта работа, кстати, у нас заканчивается не только по опыту, но и по всем фондам, лесного фонда. По лесам у нас не было учета. В этом году мы планируем работу закончить. Наверное, первую половину следующего года на учет все мы поставим. Один из самых, наверное, полезных, жители, во всяком случае, так воспринимают, это ваши инициативы закона о валежниках, который позволил жителям, людям
спокойно собирать не только хворост, но и, в принципе, даже стройматериалы в результате упавших деревьев, избавляя лес от хлама. Как вам удалось оформить эту законодательную инициативу, ну и чтобы поддержали вас коллеги? Да, я сам родился, вырос в деревне, я знал об этом проблеме. И в 2016 году во время выборов практически в каждом селе об этом мне просили люди. Они говорили, что вот мы практически живем возле леса, в то же время, если мы упавшее дерево привезем, за это нас штрафуют. А чтобы оформить лицензию на его, так сказать, перевозку, то есть необходимо ехать в районный центр, это надо оплачивать деньги, ходить по кабинетам, это очень затратно и это очень время много отнимает. Я обещал этим заниматься. Я сказал, что я стараюсь, чтобы этот вопрос решить. Придя в Госдуму, нашел своих сторонников, и несколько человек мы его разработали, внесли. Конечно, были противники, в том числе Минлесхоза Республики Башкортостан, но и Российской Федерации, потому что они говорят, что если вы такой дадите волю людям, то есть они насчет тогда и живой лес пилят. Я говорю, извините, уважаемые, давай так. Вот у нас сегодня этот валежник, это упавшее дерево от снегоповала, от ветроповала. То есть они у нас лежат. Его никто не убирает, вы Минлесхоз убирать его не в состоянии, не в силах. Давайте мы лучше дадим людям. Это у нас мы лес очистим. И, конечно, у нас сегодня вот дороги завалены. То есть даже в случае пожара машины проехать не могут. Сейчас люди говорят, что это очень было востребовано. Мы сегодня практически никаких проблем не знаем. И лес стал чище. Потому что ведь надо иметь в виду, валежник не только это дрова, там, печки, это уже стройматериалы. То есть это же вот, например, сосна упала, она живая сосна, она больше уже не будет расти, его можно забирать домой, там, для строительства, там, может быть, там сарая, там, для забора и так далее, его можно использовать. Поэтому люди, в общем-то, очень благодарны. А что вот самое тяжелое в деятельности депутата Госдумы? С чем вам приходится, я не знаю, бороться, преодолевать сопротивление? Сложно некоторые законопроекты довести до конца в связи с тем, что то есть у нас есть две пути внесения законопроектов. Можем просто его разработать и внести, законом это предусмотрено. Но ты будешь понимать, что это будет, то есть, как бы противники, и он не пройдет. Но сначала можно его согласовать со всеми, это очень такой трудоемкий процесс, длительный, а потом его внести, когда все согласовано. И в этот вопрос есть, конечно, процесс согласования очень тяжелый, очень трудный, потому что есть министерство, ведомства, которые заинтересованы, и, соответственно, они, например, не согласны. Сколько вам вот удалось инициатив провести, вот, которые вы инициировали и обещали избирателям, ну, помимо валежника? Практически очень большое количество, например, даже возьмем ужесточение ответственности за продажу суррогата. Тоже люди об этом, кстати, просили. Они говорили, у них там всего 2000 рублей штраф был. Они, говорят, его, как они сказали, отрабатывают за 2 дня, и потом все равно же продает. Я обещал этим заниматься. И когда придем в Госдуме наших единомышленников, мы несколько человек его разработали, внесли, закон начал работать. Минимальный штраф мы сделали 30 тысяч рублей с конфискацией незаконной продажи. И что интересно, я, учитывая, что бывший судья, мы все-таки внесли, изменив уголовный кодекс. То есть, если, например, человек, будучи привлечен к ответственности в течение года, еще раз будет продавать суррогат, это отрава людям, в отношении него возбуждается уголовное дело. И я смотрю статистику по Башкортостану, в раз 7-8 стало больше привлеченных к ответственности, и уголовные дела начали возбуждать. То есть закон работает? Закон работает, и, в принципе, люди довольны. Сколько мы ведь жизни, сколько здоровья сохранили людям этим законом. Вы, кроме всего прочего, являетесь руководителем партийного проекта «Безопасные дороги». Вот расскажите, пожалуйста, об этой деятельности. Что вы делаете в этом направлении? Подменяете ли вы исполнительную власть? Ни в коем случае мы не подменяем. Я этим вопросом начал заниматься с конца 2017 года. Кстати говоря, я этот проект сделал сам добровольно, то есть там деньги не выделяются. И когда я спросил, я говорю, скажите, пожалуйста, вот есть ли какие-нибудь документы по этому проекту? Оказалось, что ничего нет. Просто я считаю, что этим заниматься мы должны. И я посмотрел статистику по всей Российской Федерации. Есть такое понятие аварийно-опасный участок. То есть это где в течение года много совершается аварий с участием людей. То есть люди получают увечья, гибнут. И по этому показателю у нас Башкортостан находился в конце самом, после Москвы. Но Москва, все-таки Башкортостан, наверное, разные весовые категории. Ситуация была плохая, поэтому мы начали заниматься. То есть мы создали комиссию, выезжали в каждый аварийно-опасный участок дороги, их несколько сот. И прям выясняли, почему здесь совершается постоянно ДТП. Что интересно, такие элементарные вещи, которых можно было даже без каких-то вложений денег устранить. Например, ставить какой-то рекламный баннер, причем незаконно установленный. Он перекрывает знаки, водитель его не видит, уступит дорогу, выезжают, и случается авария, люди гибнут. Это было в Стерлитамаке. Я говорю, ребята, уберите его.
Это же незаконно. Что завтра уберем? Деревья стоят, там, например, у них там крона перекрывает, светофор перекрывает, знаки, и их просто не видно, и вот там едут. То есть таким образом мы постоянно, вот наша работа дала результаты, и у нас сегодня по Башкортостану ситуация, конечно, уже лучше, чем в среднем по Российской Федерации. Еще одна ваша инициатива, которую вы активно продвигаете последние годы, это детские автогородки. Для чего они нужны и появились ли у нас эти детские автогородки? Насколько я понимаю, несколько лет назад их вообще не было. Года 4 назад у нас не было ни одного автогородка. Сегодня их в республике около 40 автогородков. В этом году его станет еще намного больше. Я думаю, что штук, где-то, наверное, 17-18 будет в этом году. Вот у нас, к сожалению, в детских садах и в школах детей не обучают правилам дорожного движения. Родители тоже их не обучают. Иногда наоборот, утром идя в школу, там детский сад, они перебегают в неположенном месте, перебегают на красный свет, а дети же все впитывают. Соответственно, у нас и трагедии случаются. У нас каждый год мы теряем в республике 25-30 детей, и несколько тысяч покалеченных детей. Это ненормально, такого быть не должно. Если мы будем обучать в детских садах, школах детей правилам дорожного движения, я думаю, что их будет намного меньше. И, кстати, мы с вами тогда как-то обсуждали, ведь в этом году мы его планируем сделать. То есть каждому ребенку будет, они считают, у нас там такой вот присягу своеобразно, первоклассники. Мы будем выдавать такой документ о том, что они стали участниками дорожного движения. И, конечно, мы будем выдавать им какие-то такие, может быть, сборники правил дорожного движения. Вообще, честно говоря, вот в идеале, об этом я давно уже думаю. Вот первоклассник пришел в школу, ему надо выдавать рюкзак с светошумными элементами, там должен быть правила дорожного движения специально разработаны для детей, для того, чтобы мне все необходимо было. Кстати, еще один законопроект, который я внес, пока, к сожалению, не получается, я думаю, что мы его все равно должен довести до конца, чтобы обязать всех производителей детской одежды, рюкзаков, чтобы были светодиодные стикеры, то есть и в рюкзаке, и в одежде, потому что это особенно важно в темное время суток. Детей будет видно 120 метров. А без этого их практически очень плохо видно. Спрошу по инициативе вашей, по форуму отцов. Расскажите, откуда родилась инициатива и для чего нужен такой, съезд отцов, съезд мужчин? Я знаю, что есть инициативные мужчины везде. И поэтому такой организацию мы создали, он называется Совет мужчин Республики Башкортостан по повышению роли отцовства. Вот то же самое даже заброшенное у нас без уже ограждения, все сломано, есть кладбище. Я говорю, ребята, почему вы это не сделаете? Вот у нас как-то нет некому инициировать. То есть это должны быть такие мужчины, которые это организуют. Это же взять на собой детей, потому что, мужчин, парней, чтобы они знали, что где лежат похороненные его предки, что они должны быть содержаться. Или то же самое, например, по борьбе, опять-таки, с незаконной продажей суррогата. Я в одном селе просто попросил, ребят собрал, я говорю, ребята, я знаю, что у вас продают суррогат. В 3 местах? Они говорят, да, в 3 местах. Вы к ним ходили? Они говорят, не ходили. Давайте так сделаем. Говорю, я вам через месяц приеду, но вы сделаете таким образом. Вы собираетесь, идете к нему и говорите, перестаньте травить наш народ. Или уезжайте, не травите наших людей. Уезжайте в наши деревни тогда. Я говорю, потом приедем, мы с вами поговорим. Я приезжаю, они мне говорят, да, говорят, ходили? Я говорю, они говорят, ходили. Но 3 из 3, 2 перестали, 1 продают. Я говорю, вот по одному давайте. Я позвонил начальнику полиции. Я говорю, давайте надо мероприятие провести, привлечь его к ответственности, в том числе, к уголовной ответственности. И в этом селе сейчас ничего никто не продает. Вот это должна быть роль мужчины, чтобы они не должны быть так в моих с краю, они должны заниматься. То же самое, я считаю, что у нас не хватает воспитания, мужского воспитания нашим детям. Тоже должно быть. Поэтому там очень много аспектов, и я вижу, что желающих заниматься этим очень много. Желаем вам удачи. Это был Зариф Закирович Байгускаров, депутат Государственной Думы. Он возглавляет Союз отцов, Союз мужчин Республики Башкортостан и считает, что он должен довести свои законодательные инициативы в Государственной Думе. Каждый из нас может проголосовать за участников предварительного голосования вплоть до 30 мая. Именно от нас зависит, кто будет представлять Башкортостан в Государственной Думе нового созыва. Я с вами прощаюсь до следующего эфира. А в завершении традиционный блиц. Самое важное достижение последних 5 лет. То, что я смог добиться принятия законов по бесплатной передаче валежника, по установлению строгой ответственности за продажу суррогата, все-таки это очень помогло людям. То, что я сохранил себя, находясь в опале, и не потерял ни лицо, ни любовь к людям.
Какую цель вы поставили на нынешний, текущий 2021 год? Перезагрузиться – это новый этап должен быть в моей жизни. Другой, я перехожу из позиции наблюдателя, позиции включенного участника всех политических процессов. Это мой жизненный этап, независимо от политических процедур и, допустим, даже от предварительного или основного голосования. 2021 год принятие ряд законопроектов, привлечение средств в Республику Башкортостан по проектам, которых я курирую, для того, чтобы она хоть как-то облегчила жизнь жителям нашего Башкортостана. В каких районах Башкирии вы еще не были? Я был во всех районах Республики Башкортостан. Во всех я был. И, наверное, по своим округам я уже там, может быть, по 20 раз, наверное, в каждом был. Не был только в Федоровском районе. Ваш девиз по жизни? Улдавит Эдем Баласа. Переведите. Это тоже сын Адама. Это тоже человек. То есть, когда я вижу человека, который мне не нравится или в данный момент сильно раздражает, я вспоминаю своего дедушку, фронтовика, который говорил «Уллабит Эдем Баласа». И это тоже сын Адама. Девиз по жизни вот такой. Мне мой отец всегда говорил: если его перевести на русский язык, это означает, что как бы тебе тяжело не было, никогда это не показывай. То есть только идти вперед.